Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим о возникновении и начальном этапе развития периодической печати Ингушетии. Гость нашей программы – кандидат политических наук, заведующая отделом истории Ингушетии Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева Лейла Арабханова. Лейла, здравствуйте! Здравствуйте! Предпосылки возникновения нашей национальной печати, вообще, если говорить о предпосылках, Лейла, как мы знаем, еще до революции на территории Терской области, в состав которой входила и Ингушетия, выходило немало периодических изданий, в которых печатались и публиковались и представители нашего народа. Вот хотелось бы поговорить в общем, что это были за издания и какие материалы выходили именно наших ингушских авторов. Периодическая печать, вообще она для любого государства имеет очень важное значение, тем более, что если брать его назначение, то, в принципе, вот эти, все издания, особенно вот те печатные органы, которые вещают и знакомят население с той политикой, которая ведется в том или ином государстве, они, как правило, направлены на то, чтобы пропагандировать, агитировать какие-то вот важные государственные задачи. И если брать во внимание вот тот период развития и государства, и нашего региона, то здесь надо сказать, что до возникновения именно вот ингушской автономии в Терской области, которая была образована на тот период в составе нынешних, вот если говорить, какие республики входили, то в Терскую область входили часть Дагестана, Чечня современная, Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и часть Ставропольского края. И вот для того, чтобы освещать жизнь Северокавказского региона для того времени, были, конечно, периодические издания, но самым популярным изданием для того времени, печатным официальным органом Терской области, стали «Терские ведомости». В 1867 году тогда начальник Терской области, генерал Лорис Меликов, он инициировал, и вот по его ходатайству были, значит, поддержаны и начаты издания Терских ведомостей. Это была газета, которая, в принципе, освещала жизнедеятельность всех сфер экономики, социального развития, политического устройства тогда Северокавказского региона, в принципе, Терской области. И эта газета, она, как и многие официальные издания, она делилась на два отдела. Первый отдел – это официальный, второй – неофициальный. В официальном отделе, как мы знаем, всегда на первой полосе газет, как-то и сохраняется до сих пор, как правило, публикуются публикации официального характера. То есть это документы, это постановления, распоряжения различного рода, указы, которые характеризуют деятельность государственных органов власти и информирует население о том, какие, значит, задачи, предпосылки ставятся для того, чтобы развивать тот или иной регион. И Терские ведомости также на первой странице публиковали официальные документы, которые касались развития всей области. А вторая часть – это неофициальная часть. Там же, конечно же, освещалась, в принципе, вся жизнь региона. Это и экономика, и этнография, и история, география. В принципе, разные направления, которые освещали развитие на тот период всего края. Лейла, характер материалов, которые публиковали именно наши ингушские авторы, какого характера это были материалы и имена некоторых, конечно, всех мы не назовем, некоторых ингушских авторов наших? Если брать Терские ведомости, то здесь первое, что нужно отметить, у этой газеты не было штатных сотрудников. И в обязанность многих руководителей тогдашних местных органов власти
представители интеллигенции входили, значит, одна из задач была освещение развития того или иного региона на страницах этой газеты. И, конечно же, первые, кто стал публиковаться в Терских ведомостях, это был и Чах Ахриев, это был и Адильгерей Далгиев. Вот то, что касается вот тех публикаций, которые были именно вот в Терских ведомостях, то здесь характер, он различался, конечно же, в зависимости от того, как менялось руководство газеты, как менялись редактора, и характер газеты тоже менялся. Если изначально газета издавалась только один раз в неделю, то здесь, конечно же, эти полосы не позволяли публиковать такие вот большие статьи, и они размещались по тому, как вот развивалась жизнь отдельных народностей этого края. И вот первым руководителем, первым редактором этой газеты стал молодой писатель, который после окончания Петербургского университета, он закончил факультет востоковедения, вернулся домой на Северный Кавказ и вот первым возглавил эту газету. Вот при нем, как он знаток и горской культуры, и жизни горцев, он очень много внимания уделял именно вот жизни, социальной сфере, развитию экономики, развитию истории, этнографии нашего края. Поэтому вот очень много внимания уделялось развитию как раз-таки жизни местного населения. Это вот в неофициальной части. Правда, он недолго возглавлял эту газету. К сожалению, он скоропостижно скончался. Около 4 лет он был редактором этой газеты. Николай Благовещенский, которые продолжили его работу. При нем газета стала издаваться уже 2 раза в неделю. Но теперь уже, конечно, это более широкие возможности. И тот, и другой, они известны в истории как люди, которые проявляли не просто интерес к развитию региона, а даже до вступления в должности редакторов, и Адильгерей, и вот Николай Благовещенский, они очень много публиковались в других российских изданиях, тем более, конечно же, и в Терских ведомостях тоже. Вот. Надо сказать, что их публикации они отражали широкий спектр вопросов развития региона. До того, как газета «Терские ведомости» прекратила свое существование, прошло почти 50 лет, газета так и не успела отметить свой полувековой юбилей. Этому помешала революция 17 года. Там уже начинается другой характер, другая периодика. И один из последних редакторов этой газеты в последнем номере за 1917 год объявил о том, что газета прекращает свое существование в связи с тем, что нет возможности ее публикации. Вот так вот газета, она как бы прекратила выходить, издаваться. Но если обратиться вот в эти страницы, которые были на протяжении всех этих 50 лет, то, в принципе, его основное содержание, характер мало чем изменился. Ну, из года в год публиковались и статистические материалы. К этим ведомостям еще ежегодник добавился, Терский статистический ежегодник, который также освещал развитие региона. Ну, там были, конечно же, больше экономического характера содержания был этот сборник. Он давал информацию о том, как развиваются те или иные отрасли края. И ежегодник, он стал таким вот качественным, можно сказать, дополнением к Терским ведомостям. И характер, конечно, как мы сказали, здесь не всегда и немного внимания уделялось именно самим народам. Больше значения они придавали развитию экономики края, то есть географии. политики, да? Ну, в принципе, можно сказать, что социально-политическим вопросам больше придавалось значение. Ну, характер вообще публикации, если брать во внимание то, что было до 17 года и после 17, ну, не после 17, а уже, можно сказать, с начала 18 года, здесь, конечно же, характер периодических изданий заметно изменился. Уже после Октябрьской революции основное внимание уделялось именно вот агитационной, пропагандистской работе, направленной на развитие таких вот
направлений государства, как национальной политики, прежде всего, развитие регионов и каждого народа. Здесь в приоритете становятся уже вопросы образования, просвещения, науки. То есть можно сказать, да, что вот те изменения, которые происходили в обществе, они как в зеркале отражались и на страницах газеты. На самом деле так оно и было, потому что периодическая печать, она и отражала содержание жизни человека, и семьи, и народа. И для нас, вот, когда мы берем эти подшивки газет, они были нам доступны всегда как источники, по ним можно читать историю изо дня в день, вот, как развивалась, как складывалась жизнь. И до периода, пока не были сформированы национальное образование уже в новом советском государстве, где в приоритете были уже партийные и советские такие вот декларативные заявления, лозунги, в которых важное место отводилось развитию именно вот отдельных народностей. Лейла, получается, основное периодическое издание того периода именно в Терской области — это «Терские ведомости», да? Да. Вот если еще о других изданиях, ну, все мы не перечислим, потому что, насколько свидетельствуют источники, немало выходило периодических изданий в то время. Некоторые издания, да. В тот же период, когда вот начала публиковаться газета «Терские ведомости», одновременно во Владикавказе, как в центре тогда Терской области, начали издаваться и многие другие газеты. Их было немало. Многие из них, правда, не очень как бы долго сохранялись, не было возможности издавать эти газеты. Какие-то там год, 2 года, 3 года. Вот из них надо отметить, была газета «Северный Кавказ». Это одна из старейших газет города была. Она была направлена также на широкую аудиторию и освещала, в принципе, вот все вопросы и социального развития, общественно-политического развития. И, как и «Терские ведомости», эта газета также делилась на 2 отдела. В первом были официальная документация, постановления, нормативные акты. И вторая часть, она освещала жизнь Северного Кавказа, поскольку и само название также говорило о содержании этой газеты. Если, допустим, в «Терских ведомостях» не было штатных сотрудников, то здесь в газете были штатные сотрудники, которые для них была главной задачей освещать, вот, выезжать и освещать вот именно те события, которые были свойственны для того периода времени. То есть полноценная редакция такая, да, получается. Лейла, известно, что с установлением советской власти в 1920 году начался выпуск газеты «Красная Ингушетия», по сути, первой ингушской газеты. В том же году ее переименовали, газета стала называться «Ингушская беднота», но просуществовало это издание недолго. Вот что вы можете сказать об этом периодическом издании, какую вообще роль оно сыграло и почему вот так недолго просуществовало издание? Вот судьба газеты «Красная Ингушетия», «Ингушская беднота», она как бы повторяет судьбу многих других газет, как мы уже говорили, которые были на тот период. Их было достаточно много, несколько десятков. Основная вот причина того, почему эти газеты прекращали свои существования, с одной стороны, это была материальная необеспеченность, поскольку нужно было содержать штат для работы, ну и возможности издательской работы, конечно, тоже. А еще для того периода, когда мы видим, что период между революциями и гражданской войной, после гражданской войны образование советского государства и уже новая власть, то есть актуальность вот тех вопросов, которые освещались в некоторых газетах, они теряли. Менялся характер как самого государственного развития, и характер политики, и тех вот идей, идеологической основы государства. И вот по ряду причин газета «Беднота» и «Красная Ингушетия», она также вот прекратили свое существование. На их страницах освещалась в основном жизнь горцев. В первой газете, до того, как сменили название, освещалась борьба местных жителей, горцев за то, чтобы вот это их участие было в государственной такой вот политике, в которой они должны были установить новую форму государства,
Это вовлечение их в ряды, партийные ряды, которые вели борьбу за новую форму государства, их участие, то есть их какие-то заслуги освещались, а потом уже впоследствии больше вот характер газеты изменился, и здесь уже говорилось о том, как живет труженик на селе, чем он занимается, то есть беднота, ихняя жизнь. И, в принципе, вот можно сказать, что эти статьи, они нам показывают, как жизнедеятельность осуществлялась на основе вот тех идей государства, которое вот пыталось преобразить, добиться каких-то вот результатов для того, чтобы добиться более высокого уровня жизни, благосостояния людей. То есть Красная Ингушетия — это как закрепление факта, что советская власть установилась, и территория теперь... Ну да, в принципе, так и получается. Да. А ингушская беднота — да. это уже вот... Красная Ингушетия — это вообще отражает характер, революционный характер того периода, когда на Северном Кавказе Ингушетия была одной из таких, можно сказать, лидеров вот того движения, той борьбы, которая позволила установить вообще советскую власть на Северном Кавказе. Несмотря на малочисленность, несмотря на то, что регион развивался, ну, в принципе, все, можно сказать, республики того периода, они были, в принципе, одинаково в социально-экономическом развитии, были отсталыми регионами, но, тем не менее, Ингушетия, она стала, можно сказать, воплощением вот той идеи, которая вот декларировалась советской властью, и они первыми вступили в эту борьбу и участвовали в объявлении, и можно сказать, что они участвовали на всем Северном Кавказе в борьбе за советскую власть. Первая национальная газета «Сердало», хотя мы уже сказали и о предпосылках, и о предшественнице газеты «Сердало» Красной Ингушетии, ингушской бедноте, но все равно историю нашей национальной периодической печати вообще вот с этого момента как-то многие ведут. Первая национальная газета, она не просто так называется. Основателем, организатором, первым ее главным редактором, как мы знаем, был выдающийся ингушский ученый-просветитель Заурбек Мальсагов. Вообще, как был организован выпуск газеты, как была проведена эта работа, и что послужило материально-технической базой и, конечно, кадры. Первые кадры, первые журналисты. Вот об этом хотелось поговорить. Ну, вот из того широкого спектра проблем социально-экономического развития, общественно-политического развития периода, когда начала издаваться ингушская газета «Сердало», она стала издаваться еще в Горской республике в 1923 году. И когда газета стала выходить, ее издательство находилось в городе Владикавказе, и газета продолжала издаваться до периода депортации в 1944 году, но издательство свое местоположение поменяло. Это произошло в связи с тем, что в 1934 году Ингушская автономная область и Чеченская автономная область были объединены. Газета переехала в город Грозный. Она, в принципе, освещала вот ту динамику развития всех сфер жизнедеятельности ингушского общества. Лейла, выход газеты 1 мая, как вы сказали, уже 23 года, именно 1 мая, вот выбор даты выхода первого номера, он, наверное, не случайен. Может быть, это и не случайно было, но, по крайней мере, мы сегодня, когда говорим о том, как эти газеты издавались и как планировалось издание, допустим, первого номера, возможно, его планировали именно, вот, может быть, с начала будущего месяца, возможно. Мне кажется, как-то ни с чем, какими-то другими событиями эта дата не была связана. Ну, даже если брать Терские ведомости, первый номер этой газеты также был издан 1 января 1868 года. То есть начало месяца. И последний номер вышел 31 декабря, накануне, значит, не в канун, а вот в период Октябрьской революции, когда изменилась ситуация, когда политика в стране изменилась. И 31 декабря 1917 года тоже вышел последний номер. Если новая газета, то с 1 числа.
если завершить издание, то, наверное, с последнего месяца текущего года. Тот факт, что из номера в номер на первых порах в газете печатался ингушский алфавит, то есть газета еще выполняла роль, одна из основных функций газеты — это ликвидация безграмотности, как мы знаем. В каждой газете на первой странице мы видим, что размещаются, кроме официальных изданий, еще ингушский алфавит, тогда еще на латинице. Это делалось также в целях, чтобы читатели имели возможность его повторять, изучать. Народ очень отставал в образовательном процессе. Необходимо было, чтобы каждый, кто занимается в любой просветительской деятельности, мог бы помогать тем, кто не умеет читать. Уже в 30-е годы 7-летнее образование ставится во главе основных задач развития государственности. И газета «Сердало» здесь имела очень важное значение. Мы здесь видим не только какие-то идеологические закладки нового советского государства. Со второй страницы, и третьей, и четвертой уже идет отражение жизни горцев. Здесь рассказывается и о достижениях, о каких-то победах в различных сферах развития Ингушской автономной области. Имеется очень много критики. Критики в том плане, что если есть какие-то недоработки, какое-то неустойчивое развитие в тех или иных вопросах, они очень смело критиковались. Кроме того, в газетах размещалась информация о том, как живет семья, ингушская семья, как взаимоотношения складываются в обществе, не только в сфере политики и экономики. И очень много рекламы для того периода. Это тоже было характерно. Что где можно купить, такого характера информация тоже имеется в газетах. Вот что интересно, Лейла, был ли доход тогда, учитывая, что советская власть и как-то все на государственном таком счету, доход, получала ли издание и редакция доход от таких объявлений? Возможно, получала. Не могу точно сказать, насколько эта реклама она приносила. Но если она публиковалась, значит, какие-то доходы эта газета, наверное, все-таки имела. А от продажи, возможно, это был не такой большой доход, тираж был не такой большой, хотя газета раскупалась хорошо. Она расходилась по всей Ингушской автономной области, тираж был небольшой, поэтому, возможно, от продажи тоже какая-то часть дохода газета все-таки имела. А вот что касается штатных сотрудников, то здесь, кроме тех авторов, которые называют свои имена, очень много псевдонимов. Какие-то псевдонимы возможно и расшифровать, то есть кто был автором тех или иных статей, но в своем большинстве эти псевдонимы, они так и остались. То есть мы сегодня не имеем такой возможности сказать, кто же все-таки работал с штатным сотрудником. Особенно псевдонимом прикрываются такие статьи, в которых критикуются какие-то негативные моменты в развитии общества, особенно то, что касается таких событий в жизни, как, допустим, бракоразводные процессы, как проходят, сватовство. Даже такие моменты, они очень часто отражаются в этой газете. Но там, конечно же, больше акцент делается на то, что в советском государстве нужно отходить от каких-то традиционных адатов, от традиционных каких-то обычаев. Но без этого быть не могло, конечно же, как бы они не критиковали, все-таки такого перехода так и не произошло, поскольку традиции очень были сильны в ингушском обществе. Но, тем не менее, в газете они все-таки критиковались и показывались в некотором негативном свете. Можно сказать, что одной из причин было то, что авторов немного, и чтобы какое-то разнообразие внести в имена. Потому что мы знаем такой пример, как, например, ингушский писатель Абдулгамид Гойгов публиковался еще до революции, и потом с установлением советской власти под разными псевдонимами, под несколькими. Мог один автор под несколькими псевдонимами? Да, это тоже допустимо, поскольку корреспондентов было очень мало. Но если само население, в принципе, было малограмотное, конечно же, людей, которые бы участвовали в работе этой газеты, было не так много. И
как вот мы говорили о Терских ведомостях, там тоже вот была такая задача, поскольку не было штатных сотрудников, они привлекали для публикации также представителей различных сфер, интеллигенции, государственных служащих, которые писали бы о своей работе, и очерки различные, и отражали бы вот суть работы, политики, которая ведется. И точно так же и в ингушской газете «Сердало» была поставлена такая задача, чтобы местные органы власти, местные советы, сельские советы также представляли информацию, и чтобы в оснащении материалов газет участвовали также и учителя, и партийные советские руководители местных органов власти, чтобы они также отражали развитие села в разный период. Ну, это был и период, допустим, начальной Ингушской автономной области, период коллективизации, индустриализации. И очень много вопросов, конечно же, здесь касается развития сельского хозяйства. Здесь есть и статистические сведения, какие площади обрабатываются, какого характера культуры засеваются, какой урожай получили в том или ином районе. Ну, в принципе, вот все вопросы сельского хозяйства, они и получили отражение в этой газете, как и все другие вопросы. Лила, вот, конечно, много псевдонимов, но были и имена, вот как раз-таки эти имена, которые были известны. Некоторые в качестве примера. Мы знаем, что главный редактор Заурбек Мальсаков, Тимбот Беков, они тоже публиковали материалы, но еще вот кто? В газете очень часто размещались отдельные очерки, статьи, выдержки, стихи наших поэтов и писателей того периода. Потом еще надо сказать, что очень такая популярная форма публикации были фельетоны. Они касались различных тоже сфер жизнедеятельности. Фельетоны были относительно деятельности и отдельных чиновников, руководителей, которые не справлялись с какими-то задачами, хозяйственными, экономическими задачами. Это были фельетоны, которые вот просто отражали какую-то действительность. Ну, это были такие образы, художественные образы, в которых рассказывалось о тех или иных ситуациях, когда человек, который его прочитает, он будет как бы перекладывать эти образы на других людей, на какие-то другие события. То есть, ну, разного характера были содержательные части публикации. Особенно, конечно же, важное значение сегодня для нас имеет публикации именно статей наших писателей. Сегодня, когда наши языковеды, литераторы, которые работают с первыми номерами газеты «Сердало», выявляют те работы, те статьи, которых у нас не осталось. То есть в опубликованном виде мы их не имели. Была только информация о том, что тот или иной писатель имел какие-то очерки, какие-то рассказы, которые они писали в тот период времени, но они не сохранились в наших библиотеках. И изучая эти газеты, в частности, один из наших сотрудников, Хадишат Хайрова, она с латиницы на кириллицу переводит отдельные очерки и статьи ингушских писателей, которые публиковались в 20-30-е годы на страницах газеты «Сердало». Для нас это тоже очень важное открытие. То есть это еще раз подтверждает то, насколько газета «Сердало» как источник, как исторический источник актуален и важен для сегодняшнего дня, сегодняшней науки, и дает нам возможность как бы пополнить те пробелы, которые у нас имелись. Мы знаем, что мы очень много утратили и литературы, и источников в период депортации, и нам приходится сегодня по крупицам это все восстанавливать. Вот такая работа сегодня ведется нашими учеными, и в рамках своей плановой научной работы в Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Лила, если в общем говорить, какую роль в то время сыграла газета «Сердало» в жизни ингушского народа, что бы вы сказали?
Как печатный орган Ингушской автономной области, газета «Сердало» сыграла, можно сказать, газета сыграла очень большое значение, большую роль, поскольку любой печатный орган, его наличие уже говорит о том, что этот орган является таким вот официальным таким представителем, рупором, который вот освещает, заявляет, пропагандирует, агитирует ценности. И ставший вот главным, основным печатным органом Ингушской автономной области, газета «Сердало» сыграла важную политическую, социальную, общественную роль в формировании такого вот человека, который человека для того времени, это главной целью этой газеты, конечно же, ставилось повышение уровня национального самосознания каждого человека и пропаганда идей государственности, будущего народа, вопросов образования, повышения экономики, стимулирование каждого на то, чтобы создавать, созидать для будущей республики. Вот в этом отношении газета сыграла, можно сказать, ключевую роль. Если в начале образования Ингушской автономной области у нас процент образованных людей колебался до 10%, то уже в конце 20-х годов процент читающих газету заметно повысился. Особенно в 30-е годы газета имела важное значение, поскольку можно сказать, что именно в образовательной сфере именно газета, она сыграла такую ключевую роль в повышении и национального самосознания, и к тому, чтобы подвести каждого человека необходимости получения и образования, и развития, и участия в самом государственном строительстве. Ну и сегодня «Сердало» — это одно из основных средств массовой информации нашей республики. Как мы видим, когда после депортации была восстановлена Чечено-Ингушская ССР, газета опять возобновила свою деятельность. Сегодня наша газета, она очень успешно развивается. В разные периоды времени газета издавалась то только на ингушском языке, потом на двух языках, ингушском и русском. И сегодня вот наша газета, она имеет большие достижения. Газета очень уважаема и сегодня востребована как тоже источник информации. Но надо сказать, что именно вот в той периодической печати, вот в списке тех газет, которые были, издавались, были, конечно, и районные газеты, были разные газеты, которые издавались на протяжении всей истории, но значение газеты «Сердало» как органа, печатного органа общественно-политической жизни, развития нашей республики, это значение не утратилось, и сегодня это значение играет, сама газета имеет для нас большое значение. Лейла, наша программа подходит к концу. Мы благодарим вас за участие. Вам также спасибо большое. Также благодарим за внимание наших зрителей. Напоминаем, что в этом выпуске мы говорили о возникновении и начальном этапе развития периодической печати Ингушетии. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.